Глава в своем послании по экономике расставил те акценты, на которые мы должны в своей работе уделять самое пристальное внимание. Безусловно, это и развитие малого и среднего предпринимательства, это институты, это и экспорт, это и создание кластеров и особых экономических зон, преференциальных режимов. Поэтому для нас это послание является, по сути, нашей дорожной картой. Нет непосильных задач. Сегодня очень показательный был пример по нашим труженикам тыла, которые строили Сурский и Казанский оборонительный рубеж. Если им удалось в 40-градусные морозы женщинам, детям выстоять, для нас это вообще задача, мне кажется, должна быть. Нет, не должно быть такой задачи посильно-непосильно. Будем работать. Впечатлило послание главы республики вот тем оптимизмом, который он прям вот с чего начал, это с Сурского рубежа. Прям мурашки сразу же похожи, потому что этот проект, который был инициирован Олегом Алексеевичем в прошлом году и поддержан всей общественностью, для нас очень важен и очень такой как бы трогательный. И вот его фраза о том, что мы все вместе должны объединиться и победить вот то, что проблемы, которые у нас вот на сегодняшний день есть, как наши бабушки и дедушки, идти вперед. И, значит, это, конечно, очень все здорово. Сегодняшнее послание – это ведь не просто дорожная карта по работе на предстоящие годы. Это философия, это идеология, по которой мы должны все вместе работать. Что касаемо отрасли здравоохранения, в частности, это и модернизация первичного звена, также будут продолжены ремонты, капитальные ремонты всех медицинских учреждений, непосредственно запланированы на 2021 год, и закупка оборудования, и реализация национальных проектов. И параллельно будем бороться с коронавирусной инфекцией. Мы вместе смогли не только сохранить то благосостояние, которое есть у наших жителей, не только сохранили те меры поддержки, которые классически были предоставлены нашим жителям, но и смогли нарастить их, дополнить новыми формами с тем, чтобы максимально поддержать тех, кто особенно нуждается в поддержке государства. Не могу не сказать, что 2020 год также ознаменован тем, что в рамках пилотного проекта мы реализовали такую форму поддержки, как оказание государственной помощи в рамках социального контракта. Эта тема оказалась очень интересной и востребованной гражданами, которые проживают у нас в республике. Но и отмечу, что пример региона нашего также был высоко оценен на уровне федерального правительства. В ближайшей перспективе, конечно, мы также будем и дальше наращивать реализацию оказания помощи в рамках социального контракта. И отмечу, что в следующем году он будет дополнен новой формой. Тема социального обслуживания, она тоже не осталась без внимания, поскольку в 2021 году на базе наших социальных центров мы будем и дальше открывать модель активного долголетия под брендом «Мой социальный центр». Напомню, что в прошлом году такой социальный центр мы открыли в городе Шумерле, а в текущем году мы также планируем открыть еще 6 таких площадок в городах Алатырь, Канаш, Козловка, Чебоксары и Новочебоксарск. И также практикуем в этом году расширить по кустовому принципу открытие кризисных отделений для женщин. Самое главное для меня ценно было сегодня то, что глава Чувашской республики Олег Алексеевич обозначил именно материальную поддержку детей войны. То, что мы, все фракции в Государственном совете Чувашской республики в прошлом году поддержали, внесли, и глава Чувашской республики этот законопроект тоже поддержал, он сегодня уже обозначен, и сегодня мы услышали, все-таки категория детей войны, оно будет поддержано в виде освобождения от коммунальных услуг. Занятия спортом и физической физкультурой – это основа здоровья нации. Глава нашей республики подчеркнул, что в этом нужен комплексный подход. Мало того, что мы занимаем сейчас в настоящее время первое место по оснащенности спортивными сооружениями, но намечено создание новых грандиозных сооружений. Значит, хочется также отметить комплексный подход. Это то, что это
спорт – это спорт высоких достижений и массовый спорт. И вот благодаря вот этим направлениям можно достичь больших успехов и здоровья нашей нации. Доля систематически занимающихся физической культурой и спортом населения нашей республики существенно увеличилась. И рост среди лиц старшего возраста с августа месяца составил практически 20%. Это очень высокий показатель. По ПФО, наверное, самый лучший. Также впервые в Чувашской республике была учреждена стипендия главы Чувашии, что немаловажно для нашей отрасли, это поддержка спорта высших достижений, дальнейшее развитие. И сегодня озвучил тему того, что год у нас олимпийский, и нужно изменить сумму поддержки наших олимпийцев. У нас 21 человек входит в состав сборных национальных команд России, которые будут выступать на Олимпиаде. С 2012 года сумма вознаграждения не менялась, она 1 миллион составляет. И я думаю, мы сейчас внимательно все проанализируем и в ближайшее время, уже в начале той недели, подадим материалы. Важно поддержать и тренеров. Если мы говорим за образование, это все-таки модернизация всех образовательных учреждений в Чувашской республике, у которых 50% износ. Это серьезная работа, потому что дети, которые идут в новые школы, в новые детские сады, конечно, чувствуют определенный контраст с теми объектами, которые у нас есть в республике. Поэтому выделение финансирования у нас будет утвержден стандарт модернизации, который будет включать в себя и благоустройство территории, и спортивные площадки, и, конечно, решение тех проблем, которые волнуют родителей. Еще из важного это то, что глава отметил участие столичных школ с точки зрения кураторства комбинатов питания за районными образовательными учреждениями. Те лучшие практики, которые есть, мы, конечно, будем их развивать, внедрять, и лучшие специалисты должны помочь и организовать качественную образовательную среду по всей республике. Дети, неважно, где они проживают, далеко ли от центра, от СУЗов, от вузов, должны иметь одинаковые, равные возможности в образовании. Ну и следующее, ключевое и, конечно, очень важное, это учебник по чувашскому языку. Последний раз учебное пособие издавалось в 2010 году. Прошло, во-первых, достаточно много времени, и сегодня дети совершенно другие. И для того, если мы хотим, чтобы развивался чувашский язык, чтобы сохранить наши главные самобытные традиции, конечно, нужно говорить с детьми на их языке. Большой блок занимают вопросы социального развития Чувашской республики, а это и строительство детских садов, это и строительство новых современных школ, это и раскрытие потенциала, развитие потенциала каждого ребенка. В своем послании Олег Алексеевич Николаев отметил, что 2020 год он стал таким прорывным для развития отрасли культуры. Действительно вложено в развитие беспрецедентный объем средств 3,8 миллиардов рублей. Теперь очень важно сделать все возможное, чтобы эти средства отработали на жителей республики, чтобы каждый почувствовал, как в столице Чувашии, так и на селе, что есть результат. Обозначена также очень важная проблема – это синхронизация подготовки кадров учреждениям образования в сфере культуры и в потребностях как на селе, так и в столице нашей республики, в городах Чувашии. Мы прекрасно знаем об этой проблеме. Мы говорили о том, что на сегодняшний день зачастую в клубных учреждениях на селе сотрудники, они зачастую работают на 0,5 или на 0,75 ставки. И в то же время те молодые специалисты, которые выходят из Института культуры, училища культуры, они не заинтересованы идти. Нам нужно решить эту проблему в кратчайшие сроки. Надо обратить серьезное внимание на то, кого, именно куда и для чего мы готовим. Потому что я всегда говорил, наши вузы, начиная со средних, даже с музыкальных школ, средних учебных заведений, высших учебных заведений, должны готовить кадры именно для своей родной республики. Именно в этом заключается и наша, видимо, благородная цель, именно воспитание молодых наших кадров. Мне очень понравилось оказание содействия бизнесу. Мне очень понравились инициативы по расширению зон ТАСЭР, территории опережающего социально-экономического развития.
Я, так как являюсь представителем резидента такой территории и проходила это еще до того, как правительство Чувашии обратило внимание на подобные зоны, я понимаю, что раньше было большое количество разрозненных организаций, которые нужно было находить, с ними взаимодействовать. Даже уже сделанная инициатива по созданию бизнес-инкубатора – это значительное улучшение состояния и значительное улучшение среды для инвесторов и для привлечения инвестиций в республику. Работа большая, но я бы сюда еще добавил те проекты, которые предприятия сами подготовили. И здесь необходимо тоже объединять усилия. Ну, например, СПИК по строительству тракторов малой и средней мощности на тракторном заводе. В ближайшее время будет конкурс. И здесь очень важен административный ресурс, и глава, чтобы подключался, и депутаты Госдумы. И вот после того, как федерация решит о том, что в Чебоксарах должны такие трактора строиться, опять же надо подключаться, приделывать ноги для того, чтобы этот проект начал быстрее реализовываться. И это касается практически любого предприятия, потому что у нас сотни проектов на разных предприятиях, и они требуют не только деятельности, активности руководителей предприятий, но и активной работы со стороны чиновников. Глава отдельно отметил возрастающую роль туризма в экономике Чувашской Республики. Безусловно, мы должны создать и национальный туристический бренд Чувашской Республики. Создается институт развития бизнеса. Также отдельно глава упомянул по поводу усовершенствования, наверное, как он сказал, продолжение работы над созданием единого окна, чтобы для конкретного предпринимателя, бизнесмена было понятно, куда обращаться, по каким видам поддержки, что можно получить от государства, от республики, от федерации. Безусловно, для нас это тоже задача. Централизация функций, прежде всего, многофункциональных центров. Должно быть нашим жителям удобно, вне зависимости от места прописки, вне зависимости от территориального расположения. Они должны обращаться, они должны иметь такую возможность и условия, чтобы за услугой государственной, муниципальной они могли обращаться в удобное для себя место по всей территории Чувашской Республики. Для своей компании лично я с большим удовольствием подчеркнул тот вектор направления, который говорит о цифровизации. Сейчас много очень этим занимается. Это цифровизация не только с точки зрения техники, оснащения техникой, но и цифровизация всех процессов и подача заявок, всех сервисов, которые мы предоставляем потребителям. Появляется очень много новых форм поддержки. В первую очередь, поддержка малых форм хозяйствования. Надо вначале сказать, что все действующие формы поддержки, направления, они остаются. Их более 50, появляются новые. И такие направления, как агропрогресс для поддержки малых предприятий. С этого года мы начинаем поддерживать кооперативы. Есть задача в этом году только создать около 10 сыроварен. Также будем поддерживать с этого года ягодоводство. Это чисто региональная программа. Кроме этого, с этого года будем поддерживать переработчиков мяса, переработчиков молока, переработчиков овощей и картофеля. И у них будет возможность получить до 30% возмещения затрат на покупку оборудования. Также есть новые формы поддержки по борьбе с борщевиком. С первых дней Олег Алексеевич он сделал для аграриев. Приняв постановление на возмещение части затрат на приобретение техники, сельскохозяйственной техники. Вот это уже дал очень такой импульс в 2020 году. Мы собрали небывалый урожай, почти что около 1 миллиона тонн зерна. Это не было примерно лет 25-30, наверное. И к тому же времени я могу подчеркнуть, что за последние 3 года столько техники не покупали, как в 2020 году. В послании как раз по курируемым мной отраслям это транспорт, жилищно-коммунальное хозяйство, комфортная городская среда и строительство поставлены четкие задачи. Мы в ближайшее время проинтервизируем итоги прошлого года, поймем, какие были основные ошибки по невыполнению и по освоению федеральных денег. И, я думаю, выполним задачи, поставленные главой республики перед нашей отраслью. Основное, конечно, это повышение дохода граждан, снижение безработицы, создание новых рабочих мест, ну и строительство инфраструктуры.
инфраструктуры социальной, инженерной, транспортной обозначила в начале строительства в ближайшее время крупнейшего медицинского центра, крупнейшей больницы. Это строительство спортивных объектов, стадион «Волга», 50-метровый бассейн. Это строительство школ и детских садов, о которых постоянно напоминают нам жители, и мы понимаем эту проблему. Это строительство дорог и наведение порядка в общественных перевозках. Для Алатырского края уже за этот промежуток времени была уже сделана эта вертолетная площадка. До этого, конечно, мы жителей больных представляли около 2-2,5 часа, а сейчас за 40 минут поставлена задача – это приобретение томографа для ЦРБ Алатырского района. В сегодняшний день у нас 78%, которые на сегодняшний день надо это дороги привести в нормативное состояние. Вот в прошлом году у нас 240 миллионов было выделено, это республиканская дорога, 7 километров, муниципальные дороги. На следующий, вот в этом году, уже это, у нас идет дорога в сторону, Мордовии. Это тоже где-то 170 миллионов выделила республика. В течение года надо нам подготовить инвестпаспорта каждого района. Практически на каждую деревню мы должны рассмотреть перспективу деревни, уже за себя запланировать. Ну и, понятное дело, эти перспективы, которые мы намечаем, должны быть исполнены, инвестпаспорта заполнены. И тем более, сейчас, как сказал глава, будет онлайн все это. Любой инвестор может зайти, посмотреть, чем богат район, какую промышленность или какой бизнес можно развить в этом районе. В прошлом году мы построили детский садик на территории Цивильского района. В этом году в этом направлении по национальному проекту «Демография» мы будем продолжать работу. Также будем продолжать работу по другим направлениям, которые отражены в комплексной программе социально-экономического развития. Было отмечено, и именно для Цивильского района я принял для себя, это экология, это раздельный сбор мусора, это закрытие нашей свалки, которая очень проблемная. Это возможность разработки проектно-сметной документации на реконструкцию исторического центра нашего города Цивильска. Это значит строительство, возможное строительство современного мусороперерабатывающего завода. Мусорка закрывается, значит, мы попробуем перерабатывать, сделаем небольшое предприятие маленькое, где будем раздельно собирать мусор и заниматься первичной переработкой. Конечно же, это создание специальных зон экономического развития, таких как агротехнопарк. На самом деле невозможно представить благополучие Чувашии, инвестиционную привлекательность нашего региона без решения проблем свалок. И поэтому надеемся, что именно внимание власти к проблемам ТКО поможет сделать нашу республику еще более чистой и здоровой. Также нас радует тот факт, что к привлечению внимания вопросам ТКО хотят привлечь общественность, общественное объединение. На данный момент, конечно, уже есть определенный задел, то есть и культивированы свалки в нескольких муниципалитетах, но здесь работы еще много, и вот как правильно отметил Олег Алексеевич, к сожалению, свалки новые появляются у нас, несанкционированные, и здесь уже с помощью как раз местных активистов, общественных объединений будем решать эту задачу. Необходимо очень пристальное внимание к обращениям граждан, потому что они всегда показывают те ключевые моменты, те проблемы, на которых сегодня нужно сконцентрировать внимание для их решения. И следующий момент, то, что касается Общественной палаты и оценка деятельности Общественной палаты, которая была проведена исходя из опыта работы штаба общественного управления, который был сформирован в прошлом году на прошлых выборах. Этот институт продолжит работу в этом году, в предстоящих предвыборных и выборных мероприятиях, которые пройдут в этом году 19 сентября. Тоже очень важный момент. Это позволит значительно повысить прозрачность выборного процесса. Послание, оно обозначено для людей, прежде всего, да. И в начале выступления было сказано о здравоохранении много, об образовании, о спорте. Но самое главное, я считаю, что все-таки это создание рабочих мест, что очень важно для нашей республики. Я уверена, что все те проекты, которые обозначены сегодня именно в послании, будут реализованы.
Но мы, как депутаты Государственного совета, Чувашский парламент, готовы все инициативы в рамках реализации послания главы Чувашской республики поддержать и уже на будущей сессии при уточнении бюджета уже все суммы заложить и в бюджете Чувашской республики. Перечень задач намного шире, и сегодня, конечно же, были обозначены те основные, над которыми надо работать обязательно, но самое главное, они являются вершинами многих других задач и тянут за собой их решение автоматически.